Тема нашей сегодняшней встречи – это татарская мифология. Я всегда так немного посмеиваюсь над своими студентами, когда они из перечня, я веду мифологию, и из перечня 30-40 тем радостно выбирают татарскую мифологию. Я говорю, ну давайте, попробуйте, как вы мне будете отвечать по тому, чего, собственно, нет, да, почти. Но на самом деле это очень интересная область, и мы с вами увидим, что да, татарская мифология есть. И здесь очень много культурных, исторических пластов, и очень радует, что в последнее время огромный интерес к мифологии. Я вот все пытаюсь проанализировать, с чем это связано, и к татарской мифологии, потому что издаются книги, такие даже арт-буки, очень интересные в Москве. В том числе арт-симпозиумы. Я некоторые вам фрагменты этих арт-симпозиумов покажу, посвященные тому же образу Шурале и мифологическим персонажам. Фильмы, художественные, проза. То есть эта тема достаточно актуальна, и ей интересуется молодежь. Может быть, конечно, многочисленные компьютерные игры, да, и ведьмаки вот эту вот всю сферу как так актуализировали. Но главное, да, наверное, нам с вами выяснить, как вот эти древние мифологические персонажи, как они формируют духовную культуру, как они закладывают культурный код, и как через них, наверное, ну, пусть даже через компьютерные игры, да, передавать этот культурный код уже нашему молодому поколению. Да, я очень надеюсь, что действительно вот эти все мифологические персонажи, они не будут просто какими-то мультяшными персонажами, да, а вот эти вот свои исконные какие-то глубинные смыслы сохранять. Итак, татарская мифология. Если брать по структуре, да, здесь действительно очень интересный комплекс. Во-первых, самый древний пласт, о котором мы тоже, естественно, с вами поговорим, это древнетюркская мифология, древнетюркский пласт, который очень, так скажем, призрачно, наверное, сохранился вот в такой актуальной татарской современной мифологии, но очень многие образы сейчас актуализируются в изобразительном искусстве, в живописи. Поэтому здесь тоже вот этот пласт мы с вами посмотрим, и, по крайней мере, какие-то космогонические, космологические представления, да, татар, заложенные именно в древнетюркское время. Второй пласт связан, естественно, уже с приходом ислама на нашу территорию, и помимо, собственно, да, вот этих религиозных представлений, которые накладываются на местные верования, и такой феномен очень интересный народного ислама, а иногда даже какие-то отголоски двоеверия фиксируются, здесь еще очень важный момент, что благодаря исламу приходят образы из древних восточных культур, да, мусульманских, в первую очередь из Ирана. Поэтому вот эти вот ираноязычные, иранская мифология, она тоже очень ярко у нас фигурирует. И те же самые Аджаха, Пери, ну, джинны, наверное, с территории Аравийского полуострова к нам приходят, но это все тоже появляется в народном пласте мифологическом. Далее, естественно, нужно учитывать, что формируется наш этнос в Средневековье уже в рамках Волжской Булгарии. Да? А Волжская Булгария – это государство, которое включает многие народы, этнические и не тюркские, на территории нашей. Поэтому вообще Среднее Поволжье уникальный в культурном плане, конечно, регион, потому что здесь и элементы быта, да, элементы культуры на протяжении веков очень тесно друг с другом перемешивались, поэтому действительно, наверное, даже большую часть представителей низшей мифологии, духов, невозможно определить, кому принадлежат.
каким из народов нашего Поволжья, потому что заимствования здесь идут очень и очень активные. И многие персонажи, они действительно общие. Ну и плюс специфика сама, естественно, мифологического сознания. Поэтому вот эти влияния финно-угорских народов, поволжских финнов, потому что самый древний этнический пласт, мы помним, да, на нашей территории, это все-таки именно предки финно-угорских, угро-финских народов. А затем уже на этот пласт накладываются тюркские элементы, потом еще и славянские, да, с XVI века, и, естественно, очень такое тесное взаимопроникновение из славянской низшей мифологии. А дальше происходят, так скажем, моменты, потому что мифологизируются уже какие-то исторические происшествия, исторические фигуры. Ну, мы знаем прекрасно мифы, да, об основании Казани, о происхождении каких-то городов, мифы, связанные с Сюембике, сам образ того же Кол-Шерифа мифологизируется, и мы тоже поговорим, вот этот очень интересный процесс именно мифологизации реальных каких-то исторических персонажей, и далее это уже тоже переходит в какой-то художественный образ и в художественный миф. Вот, например, та же Сюембике, да, очень часто она в современных произведениях художников, она выступает как некий такой уже дух-хранитель места. Да, она хранительница Казани. И много изображений, когда сама башня Сюембике, да, и сверху, откуда-то с небес наклоняется Сюембике и пытается как бы охранять своим покрывалом сам город. То есть она превращается, по сути, в гениуса Лётца, да, если помните по римской мифологии, духи-хранители местности. И это потом термин, который будет у нас и в экскурсоведении очень часто в экскурсоведении присутствовать, дух места. Поэтому здесь действительно какие-то образы, которые актуализируются в литературе, ну как Шурале, да, и Суанасы, они уже занимают центральное место и живут совершенно своей жизнью, потому что, да, это особенность мифологического мышления, и я с удовольствием, да, приведу слова Сагалаева про Урало-Алтайскую из Урало-Алтайской мифологии, который, может быть, так, ну, достаточно сложно, но очень точно сказал, что реконструкция архаического мировоззрения – это будет очередной миф. Понятно, да? И, наверное, это продолжение идеи Алексея Федоровича Лосева о том, что да, человек всегда живет в мифе, просто переходит из одного мифа в другой. Адекватное толкование мифа может быть только мифологичным. Миф о мифе – это далеко не худший вариант познания и прочувствования традиции. Еще очень интересный пласт, который у нас, да, почти, наверное, не изучается, хотя, может быть, в экскурсоведении современном, да, это уже городская мифология, которая включает в себя мифы уже о каких-то городских зданиях, локусах, событиях. И в результате мы с вами видим, да, что действительно такой многослойный пирог получается, и каждый вот из этих пластов культурных нужно изучать, и по каждому из этих пластов есть свои источники. Потому что здесь всегда сложность с мифологией, с реконструкцией мифологии. Да, это именно комплекс источников. Но общее определение мифа, чтобы было понятно, да, каким образом и почему вот эти персонажи той же самой низшей мифологии и какие-то базовые космогонические структуры, они общие и не только для наших народов, обитающих на нашей территории, но и, в общем-то, в целом по миру, так называемые бродячие сюжеты и мифологемы. Потому что миф, да, это эмоционально-образное, такое синкретичное отражение реальности в виде конкретных персонификаций. И вот это, наверное, очень точное слово,
Потому что любое ощущение, любая эмоция, да, любое понятие обязательно должно быть персонифицировано. И не зря мы будем говорить образ домового, хозяина дома, абсолютно универсальный. Да? Это персонификация ощущения дома и своеобразного вот этого локуса. Дом, как его сделать своим, вот этот образ хозяина дома, домового, иногда это целая семья, я бы же сказала, да, домовых. Вера, переживаемая как действительность, коллективные сновидения, и интеллект не участвовал в создании мифа. Настоящий миф, он переживается как реальность, все, что совершается внутри сознания, оно представляется абсолютно реальным. И мифология, да, это древнейшее мировоззрение, это древнейший пласт, и он свойственен абсолютно всем культурам. Когда в XIX веке будут изучать мифы, то более, так скажем, углубленно, да, то окажется, что действительно очень многие, так скажем, моменты в различных мифологических системах, они сходны, и появляется так называемая параллельная типология, которая пытается выявить вот эти бродячие сюжеты. А самый ранний пласт, который у нас фиксируется, это, мы уже с вами говорили, древний тюркский. И здесь есть источники. Я начала уже разговор, да, об источниках, потому что вот для реконструкции мифологии существуют разные типы источников. В идеале, конечно, если у нас есть какие-то священные тексты, где очень четко зафиксированы те или иные мифы, но это бывает очень-очень редко. Даже древнегреческая мифология, да, она у нас вся реконструируется по вторичным мифам, по вторичным источникам, по литературным в частности. Поэтому либо опрос носителей вот того или иного мифологического сознания, это как раз здесь нам очень помогают сведения наших этнографов и по татарской мифологии, в частности, да, когда с начала 20 века и в середине 20 века в советское время этнографы ходили по деревням и стариков опрашивали, что они помнят, что им бабушки, дедушки рассказывали, живет у них домовой или дворовый, в лесу кто водится. И вот эту информацию, естественно, надо очень грамотно, да, выстраивать опросные листы, чтобы подводить человека вот к той информации. Вот эта информация, она сохранилась, и ну, насколько я просмотрела, да, материал, и в последнее время издается этнографами достаточно много интересных работ по исследованию вот такому этнографическому конкретных групп татарского населения. Источники литературные, источники это сведения путешественников, которые на эту территорию приходят, либо соседи, ну вот в частности, да, по тюркскому периоду, древнетюркскому периоду, здесь, понятно, сохраняется руническая письменность и надписи в том числе, да, на камнях, но много и источников китайского происхождения, так все генеалогические легенды, они в основном реконструируются именно по китайским сведениям. Здесь всегда возникает ряд сложностей, потому что одна культура другую не в состоянии обычно понять полностью и адекватно, да, и очень часто накладываются какие-то представления мифологические, допустим, там про Умай, какой-нибудь, да, путешественник, знакомый с греческой мифологией, говорит, что это Афродита. Вспомним Юлия Цезаря, да, который в записках о Гальской войне, он кельтскую мифологию, гальскую, он всю буквально на римский пантеон наложил. Вот. Помимо этого, да, какие-то моменты могут быть просто непонятны абсолютно, и тогда здесь идет такой вариант додумывания, поэтому, естественно, вот эти источники других культур, так скажем, да, по мифологии, они всегда должны подвергаться такому очень тщательному анализу. Фольклорные источники, там, где сохраняются, и в первую очередь
конечно, мифами, реконструкцией мифов на данный момент, особенно по славянской мифологии, да, по татарской мифологии, занимаются именно фольклористы. Потому что фольклор дает нам разнообразие жанров, и здесь да, исследование волшебных сказок, например, которые всегда несут отголоски древних мифов. Кэмпбелл и Проб, особенно, да, Валерий Проб в своих работах, в общем-то, доказали. Волшебные сказки, различные сказания, баиты, легенды. Здесь, опять же, должен быть такой очень тщательный подход, потому что там, где фольклор идет достаточно в свободной форме, передается, да, а не как какие-нибудь обрядовые моменты, зафиксированы обрядовые песни, где нельзя, там, или наговоры, где нельзя изменить ни одно слово, то, естественно, те же сказки волшебные всегда будут как-то пересказываться, домысливаться, и информация изначально может искажаться.